В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Год управления самым большим регионом страны. Айсен Николаев подводит промежуточные итоги работы. Новый мусорный полигон в столице Якутии появится в этом году. Объект возведут на 26-м километре Вилюйского тракта. Кому за 40? Диспансеризация каждый год. Как в Якутии работают новые правила, в репортаже нашей съемочной группы. Обыски в мэрии. Сотрудниками ФСБ задержан сотрудник, который подозревается в получении взятки. День пограничника. Сегодня праздник тех, кто охранял и охраняет границы государства российского. Нюрнбергская сборная на последних этапах подготовки к предстоящим играм народов Якутии. Сегодня ровно 1 год, как Айсен Николаев занимает пост руководителя региона. Напомню, что 28 мая прошлого года Айсен Сергеевич вступил на должность временно исполняющего обязанности главы региона после отставки предыдущего руководителя Егора Борисова. А 9 сентября прошлого года он в ходе досрочного голосования выборов главы Якутии одержал победу, набрав более 70% голосов. Официально на пост Илдархан вступил 27 сентября 2018 года. Какие приоритетные задачи глава региона поставил перед правительством республики и какие показатели можно отметить сегодня? В материале Дмитрия Тымырова. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха-Якутия. Ровно год. За этот период главой региона была проделана большая работа. Айсен Николаев определил несколько основных направлений работы и развития республики на период до 2030 года. Первым его указом было обеспечение экологического благополучия жителей региона. Во исполнение этого указа правительством Республики Саха-Якутия принят план реализации указа об экологическом благополучии, куда вошли много природоохранных мероприятий, в том числе вопросы реформирования твердокоммунальных отходов, вопросы обеспечения чистой водой, вопросы обеспечения биоразнообразия на территории Республики Саха-Якутия. Кроме того, Республика Саха-Якутия успешно вошла в реализацию национального проекта «Экология». Также вопрос экологического благополучия населения вошла в стратегическую задачу развития региона. Вторым вопросом Айсен Сергеевич определил меры поддержки жителей республики. Сюда вошли вопросы поддержки рождаемости, многодетных семей и вопросы реализации второго этапа ликвидации аварийного жилфонда. Так, в рамках реализации указа о дополнительных мерах поддержки рождаемости предусмотрены меры поддержки семей. Это единовременная и ежемесячная денежная выплата, региональный маткапитал и выплаты на приобретение или строительство жилья многодетным семьям с 5 и более детьми. Как отметили в Министерстве труда и социального развития республики, данные меры поддержки помогут республике увеличить численность населения до 1 миллиона человек. На сегодня, в текущем году, в республиканском реестре состоит всего 1749 семей. И в этом году, на 2019 год, было предусмотрено 100 миллионов рублей. И дополнительно, в рамках поручения главы республики, дополнительно выделяются 250 миллионов рублей. То есть всего, получается, на эти цели 350 миллионов рублей будут выделены за счет государственного бюджета республики. В век информационных технологий особо хочется отметить также показатели реализации указа об инновационном и цифровом развитии региона. Благодаря работе по этому направлению жители отдаленных районов республики получили доступ к сети интернет. Сегодня им пользуются 92% жителей республики. Сейчас, конечно, вот мы подсоединились уже здесь оптоволокно, конечно, побольше возможностей. Возможность в чем? То есть мы можем теперь пользоваться приложениями Сбербанка, госуслугами, оплатить коммунальные услуги, оплатить сотовую связь. Также сегодня поставлена цель увеличить объем привлеченных в высокотехнологичные и инновационные проекты инвестиций в размере не менее 1 миллиарда рублей в год и 100% обеспечить доступ якутян к интернету, а также к государственным и муниципальным услугам, предоставляемых в цифровом виде. В целом хочется
Принято сказать, что глава региона Айсен Николаев определил 5 стратегических указов, направленных на социально-экономическое развитие республики. Помимо 3 вышерассмотренных указов, сюда еще вошли указы о стратегическом направлении развития образования и сельского хозяйства. Более подробно о них мы расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Павел Пахомов, Якутск. Ну и год не повод для отдыха, и сегодня глава Якутии Айсен Николаев провел первое в этом году заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка на территории республики. Глава республики озвучил, что состав совета был полностью обновлен в конце прошлого года. Если ранее деятельность не имела планового подхода, то с этого года совет будет рассматривать актуальные вопросы в сфере обеспечения правопорядка и вырабатывать необходимые решения по усовершенствованию системной работы. На заседании участники рассмотрели ряд вопросов, связанных с проведением судебно-медицинского свидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, судебно-медицинских экспертиз, противодействием незаконной миграции, в том числе реализацию мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальной и культурной адаптации мигрантов. Отдельно обсуждены принимаемые меры по профилактике гибели людей в результате пожаров. Другим событием. Новый мусорный полигон в столице Якутии появится в этом году. Объект возведут на 26-м километре Вилюйского тракта. Прежний полигон на 9-м километре, рассчитанный на 25 лет, превысил этот норматив вдвое. Новый полигон для твердых коммунальных отходов – это сложное инженерное сооружение. Его строительство должно вестись по всем нормам российского законодательства с учетом санитарных норм. Одно из главных требований – полигон должен располагаться в радиусе 2 километрах от любых водных объектов. Как считает общественность, строительство полигона, где бы он ни располагался, должно вестись под контролем независимой комиссии из числа экологов и контролирующих органов. Только таким образом можно будет свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. Для того, чтобы установить, обустроить полигон отходов, необходимо провести все геолого-изыскательные работы. И есть понятие вообще с отходами, обращение с отходами, обезвреживание, хранение, обеззараживание, утилизация, рециклизация. Все стадии процессов должны быть проведены, и после того только на хранение должны идти оставшиеся отходы, безопасные отходы для окружающей среды. Земля должна быть забетонирована, она должна быть изолирована, изолирующий слой. Сейчас очень много есть материалов дорогих, которые соответствуют всем требованиям безопасных для создания безопасных условий. В этом году в Якутии капитальный ремонт планируют провести в 200 многоквартирных домов на сумму около $500 миллиарда рублей. В программу капремонта входят 18 муниципальных образований. В частности, в Якутске отремонтируют порядка 50 домов, из них в 10 подрядчики уже приступили к работам. Вся очередность проведения ремонта предусматривается региональной программой, которая рассчитана до 2043 года. Критерии отбора – износ, год постройки дома и дата последнего ремонта. Если износ превышает 70%, то его исключают из программы из-за нецелесообразности капремонта. На сегодняшний день мы объявили конкурсные процедуры по 178 МКД. По 112 уже заключили договора с подрядными организациями. Ну и в соответствии с договорами, естественно, мы планируем завершить работы в соответствии с графиком производства работ. Да. Если это система отопления, то, конечно, до начала отопительного сезона. Долгожданный маршрут Ленск-Дач начал свою работу. Этот маршрут пользуется популярностью у ленчан, поэтому власти района решили в этом году предоставить автобус большей вместительностью и увеличить количество рейсов в выходные дни. На дачу на общественном транспорте отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Анны Кожевниковой. Ленчане могут добраться до своих дач общественным транспортом. Автобус по маршруту 102 вышел на линию с 15 мая. Дачники едут не с пустыми руками, везут рассаду и различные предметы для своих огородов. Как мы выяснили, даже в будние дни по утрам поток пассажиров большой. Но это еще не предел. Дачникам-любителям не помеха даже дождь. Автобус, работающий на линии Ленск-Дачи, пользуется большой популярностью среди ленчан. Пока еще небольшой, но в выходные, в принципе, народу много уже.
Люди ездят на даче, отдыхают. С пятницы, наверное, да? Заезжают больше. Ну да, в общем-то, пятница, суббота, воскресенье. В воскресенье возвращаются обратно. В этом году автобус большей вместительностью, чем в прошлой. Как отметил кондуктор, работающий на этом маршруте второй год, в час пик людей бывает много. Билетик людей невозможно было, приходилось передавать. Ну, а так, в принципе, все нормально. Бесплатный проезд предусмотрен для пенсионеров, ветеранов ВОВ и тыла, инвалидов всех групп и многодетных семей при предъявлении подтверждающих документов. Не все же с транспортом. Без автобуса никуда. И расписание нормальное. Но несмотря на популярность, у пассажиров все же есть пожелания к перевозчику. Очень хотелось бы автобус еще большей вместительности, а работающим дачникам более ранние рейсы. Или пустили второй автобус дополнительно, или намного больше по вместимости, потому что увеличивается поток людей, которые выезжают на дачи, детей много выезжает. Пойдут ли районные власти навстречу пассажирам, пока неизвестно. Официальных обращений в этом году еще не поступало. В прошлом году, скажем так, жители, которые передвигались на этих маршрутах, то есть обратились в адрес главы района о том, что необходимо дополнить определенные остановки, да, то есть увеличить, скажем так, вот, количество остановок. И дополнительно ввели мы один рейс в выходной день. Увеличение количества остановок и продление маршрута до самых дальних дачных участков порадовало линчан. Сделали дальше, конечно, он проезжает, а то далеко, там дача еще далеко, и старые люди с сумками там идут. Сейчас очень хорошо сделали, да. На карьер заезжает, тоже удобно сделали. Власти района уже третий год подряд выставляют на линию Ленск-Дача муниципальный автобус и постоянно усовершенствуют работу перевозчика по этому маршруту. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Россияне старше 40 лет могут проходить диспансеризацию каждый год. Нововведения вступили в силу в марте этого года. Напомним, обязательное бесплатное медобследование люди старше 18 лет проходят раз в 3 года. За несколько дней есть возможность пройти сразу несколько узких специалистов без предварительной записи. Тему продолжит Саргалан Захарова. Варвара Сивцева впервые проходит диспансеризацию. Всего за несколько дней успела пройти порядка 10 специалистов. Говорит, очень удобно и быстро. А главное, не нужно ждать записи к врачу. О том, что теперь может проходить бесплатное медобследование каждый год, не знала. Но такой новости обрадовалась. Сейчас, конечно, вот пожилые люди, особенно в возрасте люди, нуждаются в лечении каждый год. Так ведь? А лечиться, в больницу попасть, это, конечно, очень трудно. Не всегда удается. Людям старше 40 лет медобследования крайне важны, уверены специалисты. Статистика показывает, именно с этого возраста начинают проявляться хронические заболевания. По статистике могу сказать, что, вот, грубо говоря, на 100 человек 80-90 человек у нас являются уже заболеваниями. То есть им ставится уже 2-я, 3-я группа здоровья. И они уже обязаны встать на учет у своего участкового терапевта. Диспансеризация проходит в 2 этапа. Первый посвящен исследованию состояния пациента с помощью анализов и скринингов, а потом уже по их результатам можно попасть к специалистам даже узкой направленности. Это примерно составляет 175 тысяч взрослого населения и 200 тысяч детского населения. Профилактический осмотр проводится как самостоятельное мероприятие в рамках диспансеризации, диспансерного наблюдения. Информацию о прохождении медобследования доводят до пациентов как сами поликлиники, так и фонды медицинского страхования. До 39 лет оно проходит раз в 3 года, а люди от 40 и старше лет могут пользоваться этим правом каждый год. К тому же работодатели и учебные заведения обязаны выделять выходные дни сотруднику на момент прохождения диспансеризации. Пренебрегать такой возможностью не стоит, ведь главное, что есть у каждого человека, это здоровье. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Ну а сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Обыски в мэрии. Сотрудниками ФСБ задержан специалист, которого подозревают в получении взятки. День пограничника. Сегодня праздник тех, кто охранял и охраняет границы государства российского. Нюрнбергская сборная на последних этапах подготовки к предстоящим играм народов Якутии. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск.
Сотрудники ФСБ сегодня провели обыски в мэрии Якутска. Как сообщили в администрации города, силовики нагрянули в главное архитектурно-планировочное управление. По предварительным данным, работник управления задержан по подозрению в получении взятки за оказание услуги по незаконному внесению изменений в градостроительную документацию. Сообщается, что задержанный занимал должность в отделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. О нашествии медведей предупредили жители Мирного. Группа хищников из 6 особей разгуливает на окраине города. В администрации отмечают, что единственная причина, по которой животные весной идут к людям – поиски пропитания. В последние годы медведи стали настоящей проблемой для Якутии. По словам ученых, их количество превышено почти в 3 раза. Согласно результатам анкетно-опросному учету, сегодня в Якутии регистрируется около 17 тысяч особей, тогда как норма для республики порядка 6-7 тысяч медведей. Специалисты связывают это с миграцией из соседних регионов из-за участившихся там случаев лесных пожаров. Также сегодня добывают очень малое количество медведей. С начала года было вынесено 55 решений по регулированию 66 особей бурого медведя. Пищевые отходы выбрасываются открыто, да, близ населенных пунктов. И медведь по запаху приходит на эти пищевые отходы и приближается. Также и очень много случаев, когда подкармливают медведей, да, и животные уже учатся, уже думают, что около человека можно подкормиться. Сегодня ветераны и военнослужащие погранвойск отмечают свой главный праздник – День пограничника. В Алдане праздник отмечается в масштабах города. Здоровья, силы и крепкого духа солдатам, чья служба прошла на рубежах страны, желают все земляки. К поздравлениям ветеранов-пограничников присоединились и наши корреспонденты. Звучат военно-патриотические песни, всюду раздаются приветствия, поздравления и пожелания, главное из которых, чтобы впредь не доводилось отражать атаки, а воинская служба проходила на страже покоя. Сегодня солдаты, чья служба прошла на рубежах страны, отмечают свой главный праздник – День пограничника. Я очень довольна, что такое все создается. Раньше было там, а сейчас вообще активное стало. К празднованию Дня пограничника присоединились алданцы всех возрастов. Стрельба в тире, специальные упражнения, показательные выступления, воинские премудрости гражданские оценили. Особенно гостям пришлась по вкусу гречневая каша, приготовленная по пограничному рецепту. Насыщенностью духа пограничного. Как-то так. Щит Родины – это погранвойска. Неся службу на рубежах, проходящих по суше, в воде, в недрах и в воздухе, защитники Родины ежечасно и ежеминутно охраняют спокойствие огромной страны. Они всегда первыми встречали врага, наступавшего на отчизну. Вручая благодарственные письма пограничникам-алданцам, военный комиссар Олег Бабич отметил, что российским пограничникам приходится защищать самую длинную государственную границу в мире. Солдат-пограничник – это характер. Это особый характер, да. Я горжусь этим, что я попал на границу служить. Даже ребята все. Это особый характер, это и воля, и дух, все там у нас опознается. Сплоченность, дружбу и готовность выступить единым фронтом солдаты, защищавшие страну на границе, в полной мере демонстрируют и дома. Ветераны погранвойск ведут активную общественную работу, принимают участие в мероприятиях района и города и уделяют огромное внимание воспитанию подрастающего поколения. Сегодня мы занимаемся в лицее, школы, выпускаем жюри, помогаем праздники. 23 февраля было, и еще 9 мая. На стадионе, на Металлург. Конечно. Без этого нельзя. Как на службе, так и на гражданке. Главное напутствие – верно служить отчизне и в любой ситуации оставаться человеком – пограничники дали молодежи. Несколько десятков юношей совсем скоро отправятся в ряды вооруженных сил. Ветераны погранвойск – пример достойный. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 75 лет сегодня исполнилось нашему коллеге, бессменному студийному оператору якутского телевидения на протяжении почти полувека Руфу Егорову. Сейчас Руф Руфович находится на заслуженном отдыхе, но в день своего юбилея посетил родную компанию. Его вклад в развитие регионального ТВ знают за пределами НВК, знают и про его человеческую скромность. Даже в этот праздничный день он решил остаться за кадром и отказался от интервью.
тысячи эфиров и сотни передач, 46 лет Руф Егоров отдал якутскому телевидению. Под его руководством выросло целое поколение операторов. Он – настоящая легенда. Лучшего оператора, чем он, я, в принципе, даже, может быть, не знала. Имеется в виду в качестве учителя, в качестве человеческих отношений. Потому что это человек, который никогда, ни разу не опоздал на работу. Никогда, ни разу не сказал никому ни одного плохого слова. Руф Руфович как человек очень такой добрый человек. Я никогда не видел, когда он ругается, на кого-то обижается. Вот, всегда поддерживал. Свою трудовую деятельность Руф Егоров начал в середине 60-х. За долгие годы работы перед объективом оператора были десятки ведущих. Для них он всегда был поддержкой, не просто человеком за камерой. На заре нашего телевидения было очень много таких прямых эфиров, да. Ну, а люди не всегда же все были как-то так внутренне готовы, не все обладали таким красноречием. И вот Руфович, он своей мягкостью, своей интеллигентностью умел расположить и настроить на такой серьезный, доверительный диалог любого нашего, так сказать, выступающего. Как говорят его коллеги, он мастерски работал со светом в студии. И это лишь одно из многих качеств маститого оператора. Только работая с ним, я поняла, что ставить свет для эфира – это тоже искусство. И, кстати, через его камеры ведущие были всегда молоды и красивы. Переоценить вклад Руфа Егорова в развитие и становление якутского телевидения просто невозможно. Коллектив нашего телеканала в 75-летний юбилей желает Руфу Руфовичу крепкого здоровья и долгих лет жизни. Анастасия Кобызева, Семен Семенов, Якутск. Нерюнгринский район готовится к спортивным играм народов Якутии, которые пройдут в селе Амга в июле. 75 участников уже получили путевки: баскетбол и волейбол, настольный теннис, вольная борьба, шахматы, пулевая стрельба. Впервые участниками команды по волейболу и легкой атлетике будут люди с ограниченными возможностями. В июне пройдут отборочные соревнования по стрельбе из лука, спортингу, легкой атлетике, пляжному волейболу и боксу для дальнейшего участия в играх. На первом заседании оргкомитета по подготовке и участию нерюнгринской сборной были распланированы организационные мероприятия по подготовке команд к соревнованиям. На следующем заседании оргкомитет подведет итоги и определит количество участников делегации с учетом отборочных соревнований и результатов медицинского осмотра. На сегодняшний день, по предварительным данным, значит, на игры поедет 120 человек. Но почему приблизительные? Потому что еще в прошлом году не прошли отборочные соревнования по некоторым видам спорта. То есть сейчас у нас выезжают команды на отборочные соревнования по легкой атлетике. Это дети, юноши и девушки 2000 года и младше, команда взрослые и команда людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть потому как они займут места, уже будет ясно. Далее эфир телеканала «Якутия-24» продолжит дайджест событий Мирнинского района, с которым вас ознакомит наш собственный корреспондент в алмазной столице Марферина Алексеева. В эфире новости Мирнинского района. Здравствуйте. На территории города Мирного образовались новые несанкционированные свалки. И не только. Также мусор накапливается в ранее убранных местах. В 2018 году органами местного самоуправления было ликвидировано более 10 тысяч кубических метров мусора и более 400 тонн металла. В этом году на ликвидацию новообразовавшихся свалок выделено более 3 миллионов рублей. Мы будем снимать видеокамеры и переставлять в новые места. Вот это одно из мест у нас, это 13-й квартал города, улица Весенняя. И в районе ТЗБ, как раз где сотподорожник, там тоже есть проблема, что жалуются они очень часто, что свозят туда, кому не лень, разные люди, и вот они не справляются своими силами вывозить этот мусор, они обращаются постоянно к нам. Пассажиры, прилетевшие из Новосибирска в Мирный, обнаружили кражу личных вещей. Уже в нескольких рейсах пассажиры замечают, что пропадают вещи и сумки небрежно перерыты. Люди требуют возместить ущерб. По данному факту транспортной полицией ведется расследование.
Чернышевский рыбный завод продолжает сезон зарыбления. На днях в реку Вилюй выпустили более 2 миллионов мальков сибирской ряпушки. На данный момент к выпуску подращивают личинки пеледи. Также в этом году ожидается первый забор икры у осетра. Событие намечается на 20 июня. Часть у нас должна быть зарыблена в Вилюй. Есть рекомендации Росрыболовства на зарыбление среднего течения реки Лена осетром. В дальнейшем планируем расширить географию по линии зарыбления. Ну и частично мы хотим оставить на товарное выращивание осетра. Все будет зависеть от нерестовой компании. Как пройдет, какое количество икры будет получено. В Мирном идет активная подготовка к инвестиционному форуму, который пройдет в алмазной столице 13 и 14 июня. Создание рабочих мест, проблемы и перспективы малого и среднего бизнеса, развитие моногородов, возможность открытия IT-центра в Мирнинском районе – вот основные вопросы, которые будут рассматриваться в форуме. Также по этому поводу мирнинские школьники разработали логотипы форума «Западная Якутия. Новые возможности» и нефтегазового форума, что также пройдет в Мирном в августе. Все элементы не случайны. Солнечные лучи выполнены в виде труб, соответствуют числу действующих на территории района углеводородных трубопроводов. Оба логотипа утверждены на уровне республики. А на этом пока все. До новых встреч в эфире.